На следующей неделе Алмазбек Атамбаев совершит свой последний визит в Российскую Федерацию в должности президента. К слову, впервые этот визит будет носить статус государственного. И это не случайно. Россия всегда была главным стратегическим партнером Кыргызстана. И вполне логично, что, покидая свой пост, Алмазбек Атамбаев хочет попрощаться и с ключевыми партнерами, с кем ему довелось решать важные государственные вопросы. Кроме как с Владимиром Путиным, глава государства проведет еще ряд важных встреч. В рамках визита состоятся встречи главы нашего государства с президентом России Владимиром Путиным, с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Также планируются встречи с представителями научных кругов России. Состоится отдельная встреча с нашими соотечественниками, которые живут и работают в России. Будут подписаны документы в сфере миграции, здравоохранения, статистики и финансов. Важным политическим документом визита станет декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Кстати, для Владимира Путина следующий год тоже может стать последним в должности президента. Российский лидер еще не принял решение, участвовать в следующих выборах или нет. Тем важнее для наших стран обозначить государственные векторы сотрудничества. Встречи Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина в последнее время происходили регулярно. Это были как двусторонние переговоры, как те, что прошли в конце февраля этого года, так и дискуссии на площадках ОДКБ, ШОС и ЕС. Но несмотря на это, поговорить еще есть о чем. Это и мигранты, и торгово-экономическое сотрудничество, и интересы бизнеса. Вопросы, касающиеся чистых торгово-экономических взаимоотношений Россия-Кыргызстан. Почему? Потому что Россия сегодня номер один по внешнему торговому обороту. И, в принципе, можно было бы Российской Федерации, учитывая, что там разные санкции со стороны Евросоюза и так далее, использовать Кыргызстан как площадку для торговли своими товарами в страны Европейского Союза. В принципе, говорить много есть о чем. Это сверка часов, как говорится. Обсудить лидерам предстоит и вопросы безопасности. Для России стабильность в регионе важна не меньше, чем для Кыргызстана. Активизация террористических ячеек, напряженная обстановка в Афганистане – все это наверняка будет затронуто двумя лидерами. Не исключено, что коснутся и вопросов политической стабильности в нашей стране. Обстановка мы видим в Центральной Азии и вокруг ее не самая стабильная. Ситуация в Афганистане продолжает, скажем так, оставаться не просто сложной, но и ухудшаться. Ну, естественно, я думаю, что будет затронута общественно-политическая ситуация в нашей стране, потому что мы входим в предвыборный период, и для России важно, чтобы страна, которая является партнером и по Евразийскому союзу, по ОДКБ, чтобы в нашей стране эта ситуация оставалась стабильной, прогнозируемой на предвыборный период. В рамках визита Алмазбека Атамбаева в Россию глава государства посетит также Башкортостан и Татарстан. Там, как и в Москве, пройдут встречи с руководством республик, а также Дни культуры Кыргызстана, в рамках которых пройдут выставки, концерты и кинопоказы. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.